И всегда в чашке. Давай мне одну. Лобик. Сидеть. А у нас здесь мы недавно очень обнаружили, что там виноград растет маленький, но с косточкой. Дорогая Софиешка, здравствуй, меня зовут Мария. Я из далекого северного города Санкт-Петербурга. Я хочу пожелать тебе мира вашей семье. Пусть твоего папу поскорее оправдают. От всей души всего самого доброго. Надеюсь, ленточки тебе понравятся. Преследование Эмирусина началось с первого обыска, с первого задержания, с попытки его похитить. Это было 20 апреля 2015 года. Ничего не предвещало, никаких происшествий. Это был обычный будний день. Он шел на работу, торопился и заметил возле дома газель. Вот. Те самые белые газели. Он продолжил свой путь. Эти люди последовали за ним и, так сказать, догнав его, оглушили его ударами по голове, пытались выхватить папку и телефон. Удар по голове. Сначала один удар с правой стороны головы, потом с левой стороны головы. И как мне начали наносить удары, у меня зазвонил телефон мобильный в внутренний карман. Меня стали сдергивать сумку, и рука потянулась нападавших за телефон. Они его продолжали удерживать, заломили ему руки. И так получилось, что это было раннее утро, и очень много людей, кто-то торопился на работу, в школу детей отвозить, и такой оживленный микрорайон. Очень много людей стало свидетелями этому происшествию. Эмирусина затолкали в газель, его уткнули головой в кресло и продолжали избивать. Руки были заломлены, вот это в такой позе ласточки. Когда он говорил, что ощущение было, что вот-вот у меня просто сустав выскочит. Они продолжали его бить. И вот когда задерживали, и уже потом в газели, когда увидели, что за ними, так сказать, хвост, что кто-то из знакомых продолжает ехать за ними, они ему сказали, что сейчас мы поедем к тебе домой на обыск. Это как бы так вот по пути, спонтанно. Вот так вот у них менялись планы. Дети были дома, ко мне успела прибежать моя подруга, и она, зная, что сейчас у нас будет происходить вот тут следственное мероприятие, она именно пришла, чтобы сидеть с моими детьми. Она сидела с детьми, они рисовали. София в тот день нарисовала вот этого дядю в маске с автоматом. Вообще эти дяди были очень огромными. Они вот в проеме двери, вот реально вот весь проем занимал какой-нибудь один дядя. Ну, как и обычно, во время обыска нельзя звонить или отвечать на звонок, и все телефоны они как бы попросили все сложить на стол. И вот мы сложили эти телефоны, и в какой-то момент я даже, если честно, не заметила Софие, тихонечко утащила. Ей удалось тихонечко забрать мой телефон со стола, уйти в другую комнату и позвонить моей родной сестре, которые все переживали, вот и мама моя, и родственники. В общем, сказать, что да, вот у нас тут дяди с автоматами, ну, в общем, все нормально. Второй обыск был у нас 11 февраля 2016 года. Раннее темное утро, еще было очень темно. Я услышала топот. Пока я, в общем, сообразила, Эмир уже стоял у окна, уже пытался позвонить адвокату. Кто-то вот в масках, с автоматами, это вот те, которые должны стоять во дворе, в общем, они остались во дворе. У нас рядом дом родителей Эмира. Получается, между нами даже забора нет, и вот они полностью окружили тот дом, наш дом, и пытались
взломать дверь. Вломились, положили Мира на пол, одели наручники, прочитали постановление на обыск. Я пошла детей в комнате, будить детей в их комнату. И я вот сама разбудила Бекира и говорю: Бекир, к нам пришли. И он сразу понял и говорит: опять? Я говорю: да, опять, давайте быстренько одеваемся, потому что сейчас, говорю, придут и в вашу комнату все смотреть. Это монета моего папы. Мне эта монета очень нравится из-за того, что эта монета очень большая. И вот эти все монеты, они папины, а это мои монеты. Когда начались суды, когда возле судов приезжало столько людей, и я вам даже передать не могу, когда ты подходишь к суду, и когда там есть люди, которые приехали специально, чтобы побыть с тобой, с твоей семьей, с нами, со всеми. Я вам не могу передать этих ощущений, этих чувств. Это какая-то, вот знаете, прям вот чуть ли не детская какая-то радость, когда вот ты вот как на качелях, знаете, вот это вот взлетаешь, у тебя что-то такое внутри прям вот распирает, потому что ты не один вот в этой такой вот очень беспросветной ситуации. И эта поддержка, она такая, она и заряжающая. Вот